Добрый день, дорогие телезрители! В эфире телепередача «3D Турист». Наша программа покажет красоту Чеченской Республики в полном объеме. А сделаем мы это с помощью необычной карты. Вить, доставай карту. Ну что, куда отправимся в первый раз? Ребят, а у меня идея. На днях читал книгу рекордов Гиннесса и узнал, что неподалеку есть уникальное место. Мне кажется, я знаю, о чем ты. Скорее всего, это озеро Кизиной-Ам. А еще я слышала, там есть золотое дно. Это обязательно заинтересует туристов. Так что, отправляемся туда? Поехали! Но не у каждого туриста есть такая необыкновенная карта, поэтому приходится добираться обычным способом. Легче всего к озеру добраться на автомобиле. Я надеюсь, что по пути мы встретим очень много интересных мест. Ну что ж, в путь! Вот это перемещение. Смотри, какая красота вокруг. Вау. Предлагаю пойти посмотреть окрестности. Нет, я хочу пойти посмотреть на озеро. Ну тогда давай мы с тобой разделимся и через пару часов встретимся здесь, как раз к приезду Вити. А тебе не страшно тут одной ходить? Я думаю, все будет в порядке. Ну тогда договорились, все. Давай. Нам придется проехать 130 километров. По времени это занимает около 3 часов. Первым пунктом остановки на маршруте оказалось село Сержень-Юрт, главной достопримечательностью которого является Зиярат Умалт-Шейха, куда мы отправились, чтобы увидеть его своими глазами. Мы решили остановиться в селе Сержень-Юрт. Прямо за мной находится Зиярат Умалт-Шейха. По преданию, Умалт-Шейх был врачом и мог исцелять любые болезни. Представляете, были даже случаи, когда человек, молясь в этом зиярте, сразу же исцелялся. Но время не ждет, и мы едем дальше. Кизиной-Ам расположена в горах на южном склоне Антийского хребта, у самой границы с Дагестаном. Вода здесь прозрачная и холодная. Летом температура составляет около 17-18 градусов. Зимой же озеро замерзает, и толщина льда здесь приблизительно 80 сантиметров. Осадков здесь выпадает мало, около 400 миллиметров в год. Даже зимой на озере преобладает солнечная погода. Глубина его более 80 метров. Поэтому Кизиной-Ам занесено в книгу рекордов Гиннесса, а также входит в фонд ЮНЕСКО. Площадь поверхности воды почти 2,5 квадратных километра. С высоты перевала Харам открывается удивительно красивый пейзаж. Широкая долина, в конце которой раскинулась голубовато-лазурная чаша водоема. За необыкновенную красоту его по праву следует считать достопримечательностью всего Кавказа. Вокруг вьется тропинка длиной около 10 километров. И при желании озеро вполне реально обойти по кругу, любуясь и фотографируя прекрасные пейзажи. Туризм туризмом, а обед по расписанию. Мы решили остановиться и немножечко перекусить. В окрестностях озера Кизиной-Ам расположен древний город Хой. Сейчас мы с вами погрузимся в его историю. Недалеко от озера Кизиной-Ам, среди альпийских лугов и горных вершин, расположены остатки села Хой, название которого переводится как «поселение стражников». Именно поэтому здесь раньше находилось 7 сторожевых башен, которые контролировали одну из веток Великого Шелкового пути. Улицы села, по-видимому, пролегали террасами, так как склон горы достаточно крутой и заканчивается обрывом, стоя на краю которого открывается фантастический вид горных пейзажей. Через Ведено, по прямой как стрела асфальтированной улице, дорога направляется прямо на юг, в глубину гор. Жители этой местности активно занимаются скотоводством, с представителями которого нам удалось познакомиться по дороге. Вы знаете, гуляя по берегу, я не увидел здесь ни одного рыбака и задумался, почему же. Решил расспросить у местных. И мне сказали, что здесь водится уникальный вид форели под названием эйзенамская. Эйзенамская форель близка к ручьевой. Очевидно, после образования запруды в озере осталась ручьевая форель, которая в связи с изменением условий места обитания превратилась в новый вид, встречающийся только в этом озере. Она занесена в Красную книгу, и поэтому ловить ее, к сожалению, запрещено. Хотя, знаете, очень хотелось бы сейчас порыбачить. Гуляя по городу, я обнаружила руины старого дома. Сейчас мы с вами посетим его первый этаж.
Первые этажи почти во всех случаях выстроены в виде полуокружных взаимоперпендикулярных арок. Все строения в селе возведены без раствора. Каждый камень перед укладкой на свое место тщательно обрабатывался. На многих камнях сохранились доисламские петроглифы, которым более 1000 лет. Историческая часть не тронута. Остальное постепенно заселяется, восстанавливаются дома, покинутые во время войны. Руины древнего села хранят неизвестную историю, которую нам еще предстоит узнать. Гуляя по старым улицам, хочется с головой окунуться в историю этих мест, которых здесь немало. Но пора и мне посмотреть на необычное озеро Кизиной-Ам. Но вот дорога вырвалась на вольное раздолье уютной горной котловины. Это аул Харачой. Харачой – родовое село известного абрека Зелимхана. Оно уже давно считается известным культурным очагом на Восточном Кавказе. Аул очень живописен и богат на культурные памятники, которые привлекают все больше и больше туристов. Это главная достопримечательность всего села и даже района – памятник абреку Зелимхану. Его слава за его благие дела известна не только в Чечне и на Кавказе, а и далеко за его пределами. Рядом с памятником находится водопад Девичья коса. Вода здесь кристально чистая и, наверное, очень приятна на вкус. Сейчас я попробую. Так. Правда, как будто набрался энергии. Я провел чудесное время, находясь здесь. Моя душа будто соединилась с природой. Представьте, Кизиной-Ам находится почти на 1 километр выше, чем знаменитое озеро Рица. Спорить о том, какое из горных озер красивее, нет смысла, как и спорить о красоте женщин. Так что планы сделать Кизиной-Ам знаменитой туристической достопримечательностью разумны, так как озеро, несомненно, этого достойно. Тем более его постоянно посещают как местные жители, так и гости. И еще одна особенность, которую я узнал, пребывая здесь. На озере практически не бывает волн. Озеро Кизиной-Ам действительно уникально. Это величественное явление природы, которое невозможно забыть. Каждый, кто хотя бы раз побывал здесь, навсегда сохранит в памяти картины его неописуемой красоты. Ну что ж, друзья, я нагулялся вдоволь, а теперь я отправляюсь искать Анастасию. Интересно, где она? Хочу быстрее найти и поделиться своими впечатлениями. Как и любое место на Земле, озеро Кизиной-Ам окружено множеством рассказов и легенд, и поэтому имеет несколько версий своего происхождения. Одна из них гласит о том, что озеро образовалось в результате обвала горных пород во время землетрясения. Вскоре образовавшаяся здесь плотина была затоплена водами окружающих рек и подводных родников. Иногда природа, даже разрушая, создает великолепные вещи, и теперь мы можем наслаждаться этим замечательным озером. Красота Кизиной-Ам впечатляет не только художников и поэтов, здесь также побывали и другие известные люди. Например, в 1871 году здесь побывал российский царь Александр II. Узнав, он решил лично его посетить. В 1899 году свой закон зональности почв открыл здесь великий русский ученый и естествознатель Докучаев, а в 1966 году здесь побывал герой Советского Союза, почетный гражданин города Грозный, летчик-космонавт Владимир Комаров. Смело можно считать, что Кизиной-Ам является достопримечательностью не только республики, но и всего Северного Кавказа. Проезжая такие пейзажи, просто хочется остановиться и насладиться красотой природы вокруг. В такие моменты не хватает только одного, чтобы твой лучший друг оказался рядом. Ну вот уже совсем чуть-чуть, и я уже окажусь на озере. Интересно, как там мои друзья? Я уже очень за ними соскучился. Денис, скажи, какие у тебя впечатления оставило озеро Кизиной-Ам? Очень вообще такие, знаешь, положительные впечатления. Вода кристально чистая, воздух тоже божественно чистый, приятно дышать здесь. Ну, вообще, у меня масса эмоций, которые меня, вот, знаешь, переполняют. А у тебя как? Ой, тоже все замечательно, посмотрела все окрестности, все очень понравилось. Только у меня один вопрос, где Виктор? Ты знаешь, я тоже хотел спросить. Ребята, привет! Привет, Витя! Посетил очень много интересных мест, вообще дорога была прекрасная. Слушай, ну повезло тебе. Но здесь тоже реально так круто. Давайте, может, мы останемся, посмотрим окрестности, прогуляемся, хорошо? Ну давайте останемся сегодня с ночевкой здесь, а сейчас пойдем погуляем. Мы здесь с Настей кое-что разведали, мы сейчас тебе покажем все-все-все. Наша прогулка была насыщенная и веселая. Мы активно отдохнули и зарядились положительной энергией на долгое время.
Кизиной Ам – это величайшее место в природе, которое невозможно забыть. Пока я смотрела гостиничные номера, мальчики отправились в спортзал. Ну а пока Настя выбирает нам номер, мы нашли занятие себе по душе. Ведь спортзал – это место для настоящих мужчин. Он расположен рядом с туристической базой. Спортзал – это место, где из обычного мужчины можно сделать настоящего спортсмена. Спортивный зал оборудован новыми тренажерами для развития всех групп мышц человека. Его может посетить любой турист, который проживает на турбазе. Также рядом с мужским залом есть еще и женский. Это дает возможность заниматься физическими упражнениями отдыхающими любого пола и возраста. Для тренировки тут все есть. Вот где ты хочешь. Вот по боксу отдельно бокс-комната есть, ну, большая зала. И для тренировки дзюдо есть. Будь наш человек, показать для начала, что он тебе надо. Примерно бег, 15 кругов, например, в спортзале. Зашел сюда, гантелями. Вот хоть штангу он хочет, хоть здесь, хоть там бег постоянно, вот дышок хоть набрать, вот все тут есть. На берегу Кизиной Ам находится великолепная гостиница, из окон которой открывается неимоверно красивый вид. Красота, да, из-за окон виден прекраснейший вид озера Кизиной Ам. К услугам гостей номера различных категорий. В номерах жидкокристаллические телевизионные панели, удобная мягкая мебель из натуральных качественных материалов, обеспечение безопасности гостей, гарантирует полноценный отдых, который сочетает в себе теплоту гостеприимства. У нас было уже много гостей, гости были из Москвы, Ростова, Питера. А известные люди? Известные люди у нас тут были, команда КВН Грозный, тоже очень понравилось. Прекрасный вид из окна навсегда останется в памяти отдыхающих. Каждый, кто хотя бы раз побывал здесь, обязательно сюда вернется, ведь теплый прием и домашний уют сделают ваш отдых незабываемым. Интересно, а где мои друзья? Надо пойти их найти. О, Настя, привет! О. Что, как ты? Ой, ребят, прекрасно, а вы как? Мы нашли здесь замечательный спортзал. А я посмотрела кучу прекраснейших номеров. Я думаю, нам будет из чего выбрать. Знаете, я проголодался. Ой, я есть тоже. Ну тогда по такому поводу предлагаю всем пойти в ресторан. Пошли. Пойдемте. В ресторане «Кунаки», кроме того, как вкусно покушать, можно ознакомиться с интересными предметами старины и народной символикой Кавказа. Нам разрешили прикоснуться к частице истории, для того, чтобы мы по-настоящему прониклись духом прошедшей эпохи. Стены ресторана украшают различные картины, полотном для которых послужила шкура животных. Несмотря на это, они впечатляют не менее, чем те, которые можно наблюдать в галерее. Ребят, нам принесли большую порцию очень сытного и вкусного плова. Выглядит очень аппетитно. Всем приятного аппетита! Приступим. Скажите, пожалуйста, какие блюда может попробовать турист, который приехал отдохнуть у вас на турбазе? В первую очередь национальное блюдо чеченское. Также кавказские блюда, европейские блюда мы включали и включаем, так как к нам приезжают из разных стран гости бывают, и по их желанию мы готовим все блюда. После сытного и вкусного ужина мы пообщались с директором турбазы, который за чашечкой чая рассказал нам еще больше интересной информации про озеро и окрестности. Вообще, эта база построена в 1976 году. Это была база по подготовке олимпийской сборной Советского Союза по каноэ и байдаркам. Вообще место было избрано настолько удачным. Почему? Потому что это единственный водоем в Советском Союзе был, где при дорожке 2 километра, длина озера 2 километра, нету вообще ряби. То есть горы защищают ее, нету волн. И для байдарочников, каноэ, для спортсменов это идеальное место, что нет общей, гладь воды. Второе, это родниковая вода, она тяжелая считается. И получается, что спортсмен, тренируясь на этом озере,
в этой тяжелой воде, когда спускается уже в обычный водоем внизу, у него силы настолько, он подготовлен, да. Это как мы, как дети, когда были, мы грузики делали сюда, на руки, на ноги, бегали, а потом их снимаешь, и как будто ощущение, что ты взлетаешь. И третье, потому что отсутствие кислорода, здесь 2000 метров, считайте, над уровнем моря, нагрузки на организм мощные, и получалось, что вот этот тренировочный цикл любого спортсмена здесь, он увеличивался в несколько раз, чем где-нибудь внизу. И вот все эти три момента, если сложить, то получалось идеальнейшие условия для спортсменов, для занятий каноэ, байдарками, в принципе, любым спортсменам. Красота вокруг. И она настолько гармонично со всем этим сплетается, что сюда нужно приезжать обязательно. Друзья, я уверен, что незабываемая красота Кизиной Ам никого не оставит равнодушным. А мне кажется, что уже многие туристы собрали вещи и едут именно сюда. А поэтому мы смело можем ставить точку, а точнее метку на нашей карте. В эфире была передача 3D Турист. Ощути отдых в полном объеме.